Руслан, возможно ли Татарстан переименовать в историческое название Булгары? Нет, конечно, я не считаю это вообще правильным, и могу вам сказать, что эти потуги абсолютно не нужны. Мы же не называем себя какими-то другими образованиями. Я вам скажу больше, что этот проект в конце 80-х годов был разработан в структуре КГБ. Да. Сознательно булгарский проект был противопоставлен идее общего татарского тюркского единства. Это не только мое мнение, я вам скажу больше. Когда я работал в Казанском государственном университете, значит, там приходил один бабай, Ахнаф его звали. Значит, человек, который в советские годы в университете работал начальником отдела кадров. И он приносил вот эти брошюрки там без Булгарлар, без Татарлар Тугиль, туда-сюда. У них был фонд Булгар, там, Возрождение, как так назывался. И он мне рассказывал, вот я клянусь, так сказать, пред Аллахом, что так и было. Он работал в КГБ официально. Потом он ушел в отставку, там какая-то ситуация была, и он не до конца, там, не до пенсии прослужил, его отправили, естественно, в университет, в отдел кадров, там, понятно, кто в отделе кадров сидит. И он мне рассказывал, что в конце 80-х годов наши друзья конторские помогли создать этот фонд. Потому что конец 80-х годов, вы знаете, что это такое. Совок уже как бы трещал по швам, и КГБ хотела вот везде навтыкать своих людей. И оттуда это возникла идея. Без Булгарлара. Потом ее поддавили, естественно, этот проект ушел, но он стал маргинальным. А что это значит? Вот вы говорите без Булгарлара. А я же сейчас, отвечая вот вопросом выше, говорю вам, что везде жили, начиная от Алтая, Хакасы, Дада, да, заканчивая Крымом и Касимовским ханством, это Рязанская область. Как вы им объясните, что они булгары? Это один из компонентов тюрков был. Один из компонентов тюрков. Не самый мощный. Вот сейчас. Да, тогда это крупнейшая держава в Волжской Булгарии, я имею в виду. И Болгария называется так по этнониму Булгар. Но вы же понимаете, к чему это приведет все? Это приведет просто к расколу единой большой татарской общности. Кому это на руку? Разделяй власть, divide et impera. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что на территории РФ русские стали северной нацией? Их так много численно. Остальные нации не размножались, что ли? Или все же имеет место периодический геноцид? Да, естественно, как раз-таки к концу 16 столетия так называемого славянского населения и тюркского населения было примерно поровну, где-то по 7 миллионов.